Почему родовой знак племени Дакота индейцев Америки похож на герб Казани? Абрар Каримулин. Прототюрки и индейцы Америки. Выпуск 6. Оказывается, что еще до Отто Рерига нашелся один человек, который заметил, что язык индейцев Северной Америки похож на тюркские языки. Это был Джоселин, англичанин, который в 1638 году со своим братом приехал в Новую Англию, где прожил десятки лет, в основном среди индейцев. Из его записи видно, что он ходил с ними на мустангов, пел и плясал на их праздниках, близко знал их обычаи, долгие годы вел дневник, куда записывал свои наблюдения, и после возвращения в Англию на основе этих наблюдений написал книгу, которая была издана в Лондоне в 1672 году под названием «Редкости Новой Англии». Джоселин пишет, что индейцы Америки, речь идет об индейцах племени Сиухока, по своему облику, манерам, обычаям напоминают, внимание, цитата, татар, которые говорят на турецком языке. Как видим, автор не смешивает татар вообще со всеми восточными народами, что было свойственно Европе в особенности. В скобках заметим, о татарах он говорит как о тюрках, а не вообще о всех народах, которые живут западнее Дуная и Днепра, что было свойственно в те годы в Европе особенности. Далее он, автор Джоселин, пишет, что в языке индейцев много слов, очень похожих на татарские. Отмечает, что и интонация, речь у них турецкая, то есть тюркская. К сожалению, Джоселин эти свои наблюдения не подкрепляет примером языка. Эта книга интересна не только потому, что там впервые говорится о сходстве языков индейцев с тюркскими, но и в другом отношении. Дело в том, что в книге приведен снимок тотемного знака одного индейского племени. Когда я увидел эту иллюстрацию, я был страшно удивлен и подумал, не мистификация ли это? Я не верил своим глазам. В самом деле, было тут чему удивляться. Передо мной был снимок дракона, чуть ли не копия герба Казани. Смотрите на экран. Этот рисунок практически тождественный с гербом города Казани встречается на монетах волжских болгар. Был он известен как символ и среди других тюркских народов и в древности, и в том числе у тюркских народов Средней Азии. Известны еще две работы, в которых также говорится об удивительном сходстве языка индейцев Америки, в том числе языка майя с тюркскими языками. Одна из них принадлежит Джону Макинтошу, который в своей работе, изданной в 1853 году в Вашингтоне о происхождении индейцев Северной Америки, говорит о генетическом родстве языка индейцев Сиухока с тюркскими языками. Другой автор, Аравио, в своих комментариях к памятнику литературы майя и Чолкин также говорит о родстве языка майя с тюркскими. В подтверждение своих гипотез они оба приводят примеры из лексики этих народов, многие из которых мы уже привели выше. Об этом же, в частности, видимо, говорится в работах Роберта Латхама, Юлиуса Пласмана, которых мы не нашли в наших книгохранилищах. Как видим, вопрос о сходстве языков отдельных индейских племен с языками народов Азии, в первую очередь с тюркскими, интересовал уже ряд ученых. Отдельные наблюдения о сходстве отдельных языков индейцев с языками Азии и Европы встречается и в работах советского ученого Яковлева. Вернее, он говорит о наличии древнейших связей языков Кавказа, Азии и Америки, усматривает тождественные или сходные черты между этими языками.
Это явление он объясняет древнейшими миграционными и культурными связями, соединившими два материка в отдельную эпоху. Автор в первую очередь говорит о фонетических и морфологических сходствах, но, к сожалению, почти не приводит примеров для подтверждения своей гипотезы. Среди его редких примеров лексики мы обращаем внимание на два слова. Cat, то есть кит, уходи, иди туда, кит. И на kill, kill, иди сюда, киль, которые тождественны полностью по форме и фонетике, как в языке кечуа, так и в тюркских языках. Я познакомился со словарями многих индейских языков Южной Америки, прочитал множество описаний путешествий к различным индейским племенам, дневников и воспоминаний белых людей, живших среди них, в которых нашел немало слов, близких по форме и смыслу с тюркскими, которых мы здесь не приводим, чтобы не перегружать работу новыми примерами. В наше время считается, что в заселении многих островов Тихого океана принимали участие и индейцы Америки. Как отмечают испанские монахи, сопровождавшие конкистадоров, индейцы были отважными мореплавателями. Плавали они на больших плотах, которых было по сотне человек в Тихом океане, далеко от берегов Америки. Своим путешествием на плоту Кон-Тики выдающийся ученый, путешественник наших дней, антрополог-археолог Тур Хейердал подтвердил это. Найденные, например, им на острове Пасхи говорящие дощечки ронга-ронга по форме письма напоминают древние письменности майя, уничтоженные испанскими инквизиторами, от которых до наших дней сохранились всего 3 памятника, представленные в библиотеках Европы. Пытаясь прочесть эти ронга-ронга, Хейердалом и другими, не принесли успеха. Да и в прочтении древних письменностей майя, несмотря на определенные успехи, сделанные в этой области нашим ученым Кнорозовым, еще не все вопросы решены. Как отмечает Вахта, главная причина этого состоит в том, что, цитата, «никем еще не был предпринят серьезный поиск лингвистического ключа к содержанию ронга-ронга южноамериканской археологии и этнографии». Конец цитаты. Как и Тур Хейердал, так и другие ученые говорят о наличии значительного слоя индейских слов в языках многих племен, населяющих острова Тихого океана. Это дает основание думать, что в заселении этих островов со стороны материка Америки были и индейцы как майя, так и ацтеки, инки и другие. В этом свете можно попытаться понять этимологию Кон-Тики, название плота из базальтовых бревен в книге Тура Хейердала, заимствованного из легенды инков. Кон, как отмечает Тур Хейердал, в языке инков означает солнце. Как уже мы видели выше, и в языке майя кин означает также солнце, день, по-татарски кын, день. А тики означает бог, предводитель. В языке инков есть слово теки, в смысле предводитель, ведущий, идущий во главе, из чего и состоит слово тики, теке. В тюркских языках слово така одновременно означает и производителя барана, а также предводителя овечьего стада. И К. Федоров также находит определенное сходство между языками кечуа и полинезийскими языками, в том числе с языком аймара. Кажется, что нахождение языка ключа к письменам ронга-ронга вот-вот произойдет и уже стучится в дверь. А может, кто-то уже в наше время и открыл это, мы просто об этом не знаем. Среди ученых существует мнение о заселении Америки из Азии. И именно через районы Чукотки и через Алеутские острова.
Нам хотелось бы соединиться к этому мнению не полностью, поскольку есть ряд факторов, которые говорят, что заселение Америки шло и через Тихий океан. Этот вопрос требует самостоятельного рассмотрения. Тем не менее, нужно отметить, что данная гипотеза подтверждается и языковыми материалами. Отдельные ученые находят в языках некоторых индейцев Америки следы и китайского, и японского, и корейского языков. Эта мысль о возможности таких контактов подкрепляется и археологическими находками в Центральной Америке предметов японского происхождения. Работ, посвященных изучению следов японского, китайского, корейского языков в языках индейцев Америки, немного. В этих работах еще меньше примеров лексики этих языков, встречающихся в языках индейцев. Интересно, что в них не говорится о сходстве морфологических, фонетических характеристиках языков. В рассмотренных работах Рерига, Викандера, Феррарио приведены около 40 слов японского, китайского и корейского языков, встречающихся в языках индейцев. На этом мы закончим данный выпуск, а в следующем поговорим о том и когда происходило заселение Америки. Аллах хаbayırsa.